инициатив «Добрый». Так, еще раз. Ага. Добрый день. Вас приветствует Фонд поддержки гражданских инициатив «Добрый почин». Начинаем цикл творческих встреч по проекту «Вековые традиции через время и расстояние», поддержанном Президентским фондом культурных инициатив. Цель проекта – популяризировать нематериальное наследие Саха, народа Саха, Олонхо, посредством визуальных образов. В работе проекта будут задействованы много творческих личностей. Будут организованы разные конкурсы. Например, конкурс селфи в стиле Олонхо. Также конкурс рисунков на тему Олонхо. Серия мастер-классов от профессиональных художников Тереза Пачека-Чавес и Алиф Акис. Ближайший мастер-класс через Zoom будет уже в эту субботу. Так, а сегодня нас ждет первая встреча с Олонхо. Слово предоставляем нашей ведущей Марине Никифоровой. Спасибо. Добрый день. Олонхо ученые называют Северной Илиадой или Якутской Одиссеей. Олонхо признан памятником нематериального наследия ЮНЕСКО в 2005 году. Самые длинные песни Олонхо в древности исполняли 7 дней и 7 ночей. Олонхо не только развлечение, но и способ познания мира. Популяризация эпоса Олонхо может стать побудительной силой для всестороннего развития личности молодежи, так как там через строки этого шедевра передается вековая мудрость народа Саха. Целью является привитие молодежи духовно-нравственных отношений и преемственность приобщения к наследию народа Саха Олонхо. А задачей ставится мотивация молодежи изучить, сохранить и преемственность передачи культурного наследия, продвигать традиционные духовно-нравственные ценности через сюжеты эпоса Олонхо. Для развития художественного вкуса у старшеклассников, студентов и молодежи. Для встречи мы сегодня пригласили заслуженного работника культуры Российской Федерации, народного артиста Якутской Республики Саха-Якутия, солиста Народного театра танца имени Сергея Зверева Дмитрия Артемьева. Предоставляем слово Дмитрию Артемьеву. Добрый день, дорогие слушатели, дорогие зрители. Всех поздравляю и благодарю, что вы уделили сегодня время, хотели приобщиться народному эпосу народа Саха Олонхо. Олонхо – гордость якутского народа, жемчужина самобытной культуры народа Саха. Олонхо не записывался в рукописи. Передавали из уста в уст сказителей Олонхо-Гуттар, Олонхосты, которые памяти запоминали иногда 10-40 тысяч строк. И им большое спасибо, что они донесли сокровище мировой культуры до наших дней. Я желаю всем вам хорошего прослушивания, просмотра. Желаю здоровья всем вашим близким и родным. Олонхо все есть. И аугыс, и свадьба, и обряды, философия 3 миров. Это действительно история, философия целого народа, мира и зданий. Я вам сегодня прочту маленький кусок, отрывок из Олонхо Бертхара. В нашем театре, который носит имя Кыл-Уола, великого сказителя народа Саха, поставили Геннадий Семенович Байшев 3 Олонхо. Наш мир делится на 3 части. Верхний мир, средний мир, нижний мир. Средний мир Аи Аймага, музыку написал композитор Николай Павлович Петров. Верхний – это средний мир. Верхний мир Аи Юхедойду
написал музыку композитор известный якутский Владимир Ксенофонтов, и «Нижний мир» Мюден Тюгера написала Полина Иванова. И так вот ни в одном театре такого нету, «Нижний мир». Можно 3 дня прийти в наш театр и посмотреть все 3 мира. Когда ставили спектакль, так как наш театр это передает через пластику, это танцевальный, да, балетный спектакль, а все равно вот слово якутское, надо вот наш театр очень много гастролирует, надо все же образ Олампута вели, да, и я тоже артист балета, который вот не мог, через пластику передают свои эмоции, да, а мне заставили вот так, да, сказали, будешь Олампутом, да, будешь учить язык, чтобы когда мы гастроли поехали в Париж или в Москву или в Питер, люди услышали наяву якутский язык. Якутский язык очень богатый язык. Это самый древний язык тюрков. И человек, который совсем никогда не читал Олонхо, я даже человек Советского Союза, да, даже не видел, чтобы вот так в старину читали вот Олонхо. Я как-то вот так, раз уж исполнитель, сказано, да, надо исполнять, значит исполнять, да. И как-то вот начал учить как бы наизусть, да, а потом сюда пошло, и как-то вот и тянуло, и вот так, да, действительно, оказывается, вот какой-то вот ритм есть. Я иногда учил, 4 часа утра вставал, 5 часов, вот, мне кажется, вот даже сложно было учить, чем вот английский язык. Я, тем более я как-то в возрасте начал, да, иногда я писал, например, вот так. Вот повторите-ка. Очень сложно. Это древний якутский язык. Иногда я писал вот так, и дома вот так, да, на кухне, где я в спальне, вот таким, да, и так вот так начал так. А потом как-то вот так, когда идешь вот на работу, вот так утром рано я всегда иду иногда парк гулять, и вот так повторяю, и какой-то ритм есть. Вот так, да? И вот такая вот ритм вот свой есть. И потому может быть легче, да? Сейчас, если хорошо кормят или хорошее настроение, я могу читать 3 часа, да? Так что вам тоже никогда не поздно учить. Потому что, вот как вот можно сказать, есть ритм, да, есть вот мелодика. И есть действительно, вот я алгыс иногда исполняю вот на свадьбах, на юбилеях, иногда я ищу вот, какие-то мудрые слова найти, чтобы было, да, молодым было, чтобы жило слава хорошо, чтобы любовь сохранили, чтобы дети пошли, чтобы скот хорошо держался. Оказывается, все это есть алгыс, Олампута. Про праздник, народный праздник, все есть. Как невеста собирается, тоже есть. Все, вот кладезь, энциклопедия якутского народа, вообще мира, можно сказать, вот есть Олампута. И я очень благодарен, что мои предки, да, те, которые этнографы, все те ученые, донесли до наших дней этот вот шедевр. И я очень много езжу по миру, в Америке, Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО во Франции. Где бы я ни был, я вот читаю Олампута. И когда вот так сначала организаторы приходят и говорят, может быть, перевод, и вот тогда не будет понятно, что это такое. Я говорю, чуть-чуть расскажите основу, да, канон 1, да, это про добро. Добро, которое побеждает зло. Так, все гениальной простоте. Жили на земле в среднем мире народ Саха, Яймага, вдруг красавицу, да, возят богатыри из Нижнего мира, и тут они обращаются к богатырю среднего мира, вот спасти срединный мир. И он уходит, и борется там, да, 30 дней, и все такое, и в конце все равно побеждает, тут, да, свадьба, пир во весь мир, и вот так вот, да, канон 1. Но разные есть культуры, разных вкусах, да, по-своему, да, но канон 1, как добро побеждает зло. У нас в Якутии, конечно, 40-50 градусов, но сейчас 30 градусов, говорят, ой, так жарко, да, еще морозов нет. Все же трудная же жизнь была, да, вот тогда балаган, все же такой техники не было, да, медицина вот так не очень, и вот так и как-то вот они вечером, вот когда у Камелька они сидели и рассказывали Олампута, и они сами домысливали. Это повесть о мечте народа.
Там вот говорится, вот так, они говорят, есть такая земля, где солнце не восходит, такая жара, вот так, да? Они мечтали, когда вот очень холодно же было, да? Ага. И очень многих, вот почти во всех жанрах якутского народа оптимизм присутствует. Понимаете? В конце всегда побеждается, всегда праздник. Так что, дорогие мои, вот так, сейчас, конечно, сложные времена, да, мы живем, болезни, да, ковид, но все равно надо, наши предки еще в страшных вот условиях жили, но они никогда не теряли оптимизм, радость, что в конце все равно будет. Вот этому учит наш лирический эпос Олонхо. Не буду говорить долго и начну чуть-чуть вам, да, исполнять Олонхо Берхара. Джедоғыттар. Олон қолоны өнер барақсын олланнан кебен олырон. Сүйрген күрдік доллығы достар, әңін әгелге тұлынан итілдік еді дүтін. Кепсен керем бардағына, мұнар көрбі тұра, қайсаға барақсан, ноқталақ тайын сүре адал бұян, но дері бітті. Джедоғыттар. Бұлырғы жыл бұл жайып тағын бұғыланағын бұдын аннара өттігер асты чылал жар қайдан арасқа тағын олаға атығар ағыс иләқ сағалақ аңы дейді арын сабардабы тарқа сибирден аттақ сер ананын айылдық дебей. Сақы кей салаты тен сабағаланды көрбедек сарылма қалланы де сары таңалай күрді таңдар тардылан тарадыен тарқанан Üyeske bitedi. Üttök, üçen, ettəğüs, isuhüs, örgüstəğinin referen turan, öyden yülen körbitin dahin dört, erkilim bir yüləvədək, törtün töbetin körbetek, Juluskanlar doğman kallanı gittunuz ki, ayarı kurduktanları yavəllen tüyen, aradıyan tarkanan, üyeske bitedi. Сейчас пойдет описание героев. Buhatır kebitin bodulan köptekte, hançağan seversin hanılan bardakka, hasta bitti kudu karalak, sulla bitti kudu satalak, tötmez koygun açanı turu orta kudu betteke güye han göstek, eredehinne hün kerbehin kudu karaktak, kanak herkine belek, turu orun buaktak, tolu belek, bert karagen buhatır ki, Это про богатыря, главного героя. А теперь про красавицу. Kötür karakterin cükkete, turдар тистерин билете, кистери тигер кистенмит, сарда киртер саспыт, ағыс быластык уақта, таңыз бүтей ұңо, бүтей сели кестер, өгіріп-төгіріптер бүтверен үйерін демет, көрерден кесе сарардың намын, айталып уаден, үйте жақтар, үйеске бітті. Ой, bakıcı kurdum, onları basmazda, Allah'ın ayaktan ayak değişti, hüznü gözükende, ama bularsın dolayı ilemeyecekten. Как догадались, это богатырь Нижнего мира Арсандолой. Так? Теперь про серединный мир. Уаттақ күнне унар юрда, қалтаныда қалырулақ, орты тұрудайды уалан барамат ұғыны үйкуланан, бастар барамат барқабайдынан, тоқтар қорамат торқыттын, таралуын тұпсан үтімен сүгейдек, үйескәлігі бітте үйі. Сақа үйестен, сәбіттер, сақа төрен, тәней бітте, сақа ешән үйедей біт. Онар бұруыны сұбып, бұташа бағанын аспыт, ұры-ұрлабы, айқалай қаллабыт, ан-үтін ал-қабыт. Ол күрдігі түмен сүгейдік үй тұранық, әргей талан ден, үйерен кетен, балар бұты бітте үйі. Это про серединный мир. А сейчас про нижний мир.
Ал жарқайда қаларадайды ағысадарда артығын арыян меңие сытыр бетелі білехенен сұққылы сытыр сатолық олағынан оран қайсақын оғырыс қалланан тебетін оты күне көп бүткақсын көміддейін күрдігілер үлемегеті болан өрі біті аңабыт Hülle tüspüt siben, köpüt karı kanyabıt kamuhun toybut, kelbiteri kemsen sanan kendinen çıgıybut, bar batak balık piyinin kurduk badığı bitiyor kallan, kus batak mundum iyinin kurduk barık soruk doydu, tülbüt kurduk tüppe aror gün gönne. Keltegey keris baranıyda, hem tare bir künelemele, kırın az kılsın kurduk, ığlaksı kısmanın taksıtın çıktağıdık doydu. Kanna kırıp tülününen karar örgüyen gönlüne. Toğuz kallanır önger tura tegen terebit. Der kara baraktan doya bu bakalım. Oğul bir karanlata ölü sülkü elbette. Orta durudaydı bu canımda kehen durana hallara dıktan. Ağız bulası muhtağa aytalı kumutun. Asın bulaya bakıl. Kuran kalan kartağa. Çayları tümkenik. Darak sun ühü. Kalın kaya kutu. Kakak buğun ühü. Yetiler kurtuk çay. Kurtuk çay. Ben Sarı bu kadar kafayı düğme hata Абаһу тиде. Том тортостене кидистер оннары туна хутакка түрдестер. Онтон турана баһу болуп бигебит кымсыжа капсуки плес чамканча чыгратта чыгынча чыграттар онда ибан атай агон симте. О, хурду келерис түйдак ди болар папатор пакка хавакка сибекке ат де кутестер күркүрстө күрес болжастылар. Ondan sonra bir iki bir de var. Ondan sonra tutan bir hal var. Ne dili tak kabra. İşte dünya yürü valla. Barcını dünen baktat valla. Orahulan türevi de otulayak parasını yola diye iki toyuntun daha dililetten seçihen. Bay karakan toyun bay küstüm satınır sistemleri tiyatroya barak kalma. Betere hücum tavası ile sağla hani de nasıl ağızdan bargat tunal kanaklan komtayıp tuğri bir görkünüger ağız bol soğukta aytalık kobraksаны atal kısasa bağlı bir spacılık hem bir diğer harcıgalatı berge muhtarga ama Allah'ın onu gidin ayak birenler hiç sakatta üyesi yürüyüşü verenler hiç sakatta sürü dökün dökülenler toğuz yötü qarı tutsa toralı durdunjen toğuz toyun sergin kuranlar ağız yötü qorak sabat algıs boldunjen ama qonaza çırgan yanlar hep yötü qarı siteseli durdunjen sen lafsılan yanlar dürbüyenler bunlar dringdeli tülgen törbitler ulu tunak ıhığız pıttar Uğa diye kulağımı turun son sağının moksoka bilir kanıtkı kanıttıran kanıtkı kaçak sudur. Kısaltılık tılap ula oturuyor doğru. Muğuz manna havud mucumandı tustudur. Kün keren bir dirkin dükene kehine bulu ihtirenim anları rastandalı vallahi bulu. Oran kay bulur uğrak kutubilli bu debit ki var keskin bükşelli bir debit. Algısta ham yedeydim alttan rağız dalgar tunal kannak satın tom törpünüz görüyor beretin tüger könüger. Güye bütün sörgüstiyakı görüp gidekke. Alın etiten altır güstiyakar görer bir dakika. Bas takka baramat baydanan kes takka kelibet keskildenen oran kay tuygun uluduğun or dünya lonkatan bıçakı kadar tınat dönmeye vartıyız ekran dünyayı bolur olur barnağımın bugün aksın yüzüne pankelemmen kıp kırdık da bolur keskil kurduk kene aski çekka kestilek bitegen teksi hikarim gen tümükkatamı bolduk egettekleri yapalım. Yakıl kastı geçip kurduk. Можете вопросы задавать. Можете вопросы задавать. У нас творческая встреча. А тут будет, да? Да? Так, у нас тогда получается... Здравствуйте, 20 минут. Вопросы. Может, 10 минут. А нас слышно будет? Слышно, да. Это Тут вопросы. можете звуки включить, кому интересно, включайте звук. Идет, ага. Так. Ну, получается, вот у нас 3 мира представлены, да? Да. Нижний мир, серединный мир и верхний мир. Да. И образы разные есть. Вот верхний мир, получается, они такие светлые, да? Белые. в основном. Да, где они живут. Да, побеждает добро. Они как бы на птиц похожи больше, наверное, да?
Аюм Сурудага, например, прилетает, когда вот это нашему герою главному, когда плохо, да, в виде вот стиха. И это вот, ну, да, она вот Можете удаляет. письменно отправлять свои И вот вопросы. так спасает. Ну, это самый трудный момент. А в серединном мире живут люди Аяйма, люди, да? Аяйма. Вот, Все равно, получается, народ вы как будто бы вот мы в серединном мире живем. родственники, да? Да. А в нижнем мире? В нижнем мире это Абагала. Аба. Да. А мы не являемся их родственниками, как бы, да, нижних? Или могут быть такие некоторые Но они персонажи? как раз вот хотят стать родственниками. Хотя, Похитить красавицу, Ага. да, в жены взять, вот так. И но им это не родственниками. удается. Слава Богу. Слава Всегда находится богатырь, который Да, спасает. спасает. Да. Ну, разные есть, конечно, интерпретации, да, разные лунфо. Ну, в нижнем мире тоже есть вообще-то жизнь, и в верхнем тоже, и там и плохие есть, и в срединном мире тоже есть плохие, вообще-то не все же такие, да. Ну, да, это философия народа, вот так, и основа все же одна. Получается, Да. как бы нету И, такого да. осуждения, что внизу плохой, плохие, а наверху И в основном Или- читали вот это лунхо, это театр одного актера. М. Он вот столько вот запоминает, Ну 40 да. тысяч строк, например, да. Он может вот голосом, например, женским голосом петь, вот, да. И да, вот это женский вот абах, да, например, или голосом вот богатыря Нюгунбатора, да. Вот в этом и уникальность. Настолько вот Именно богатое для описание, да? молодежи, для старшеклассников, как бы их мотивировать, чтобы они изучили и хотели сами заниматься, ну, чтением хотя бы, как их знакомить. Ну, мне кажется, ну, Через- надо помаленьку начинать вот так, да. Именно в школах, В школах, в детских садах, и всегда надо. Ну, сейчас информации очень много. Я вот в своем театре, например, поставил спектакль «Кунбатор» для Тоже детей, да, на якутском языке, в якутских селах, да, или вот детских группах в городе Якутске, чтобы привлекать, вот и мы делали куклы. Вот куклами. И в конце вот такое вот так и говорим вот так иногда, но вот так надо говорить. И как-то вот даже казачьи, когда мы были на гастролях в детских садах, люди, ну, взрослые думают, что это сложный язык, а дети очень интересуются. Да. Они Уже смеются, как и как сказку. И вы знаете, вот сейчас очень много информации, вот в детском возрасте это вот остается. Память остается, и когда надо, это всплывает. Да. Вот ладно, детский возраст, младший школьный возраст, их можно заинтересовать. А вот поколение, которое уже студентов, старшеклассников, чем можно их заинтересовать? Например, вот Александра Силфи в стиле лунхо. Могут они этим заинтересоваться? Конечно. Есть же праздник сейчас даже. Сейчас тем, кто смотрит, сразу я хочу объявить, пользуясь случаем, мы организовали конкурс селфи в стиле лунхо. Что это значит? Вы можете одеть какой-нибудь наряд в стиле олонхо, сфотографировать себя. Да, можно красавицу, можно богатыря. Выбор, диапазон же очень большой получается, да? Практически вот все традиции народа Саха, можно сказать, национальный костюм. Но, как говорится, все-таки лучше описать какого-то героя там, да, и чтобы выиграть. А победившим мы организуем фотосессию от профессиональных художников. Это вообще очень интересно. Очень интересный проект у нас. Скоро вообще Новый год. Да. И вот как бы костюм маскарадный, да? Конечно, для сейчас вот анимация. Анимация. Сейчас очень популярна и в Японии, и вообще, да, вот в возрасте с этим можно сказать, да. Вот наши тоже Алунфа сделали, и это очень популярно. Можно игры компьютерные в стиле Алунфа. Вот богатырь, вот тебе и история, и сюжет, как бы очень древний, но очень современный. Да, я очень мечтаю в этом вот художественном фильме, если вот «Аватар» же есть, чуть-чуть там легенда, а здесь вообще все есть. Вот летающие эти, как космос вообще, да, летающие тарелки, и вот так. А вообще вот рэп читаем, да? А вот готовый рэп. Строки, да? Разнообразие, да? Вроде в одно слово, да?
Это Ну, очень и современно. И глупые, да, и, Да, и там пение, и и алгыс, да. пение, и даже, может быть, какие-то визуальные образы там, ну, как бы можно даже танцевать, если, да. Да, все вот эти Ага, вот, и настолько повторяй, яркие образы, которые мы хотели бы воплотить уже в рисунках. М. Поэтому в нашем проекте еще задействованы художники, профессиональные М. художники, да, и они будут давать мастер-классы. Плюс будем организовывать выставки и конкурс рисунков в стиле Олонхо. Конечно Да, же, мы это будем очень мастер-классы хорошо. давать, Да. и участники мастер-классов тоже будут автоматически участниками конкурса, но те, и кто не подошел на мастер-класс или не посмотрел, они вовремя, то есть, может быть, да, там время, занятость, у нас все будет записываться на Zoom. Естественно, да. Он будет на Zoom и мастер-классы. 20 мастер-классов. Самый первый у нас будет 18 декабря, в эту субботу, в 2 часа. Следите за анонсом и можете подойти вживую, кто в Якутске, можете подойти. Это будет в японском доме, в конференц-зале. В японском доме. Мастер-класс почему? Мастер-классы по рисованию. По рисованию. Называется «Нарисуй». Граффити Олонхо. или просто Зато занятие. Ну, и поскольку у нас, маслом, и всем, да? И акварелью, и первое гуашью. занятие будет, да, простое Любое. будет, кто как, уже какие есть краски, там у кого гуашь, у кого акварель. Мгм. Первое занятие так будет, а затем уже будем смотреть уже. Мгм. Мгм. Так. Так, вот смотрю, у нас участников уже стало 11. Надеюсь, еще прибавится. Мгм. Может быть, вопросы зададите еще? Так. Мгм. А еще какие вот, Ну, самый варианты первый, есть? конечно, Ага. это народный художник, который нарисовал по Олонхо. Мгм. Это Тимофей Степанов. У него есть Да, серия, да. это гениальная Работа, работа. это очень как бы Да. большие, большие работы. сюжеты очень Сюжет Олонхо, красивые, да. и именно это вот сыграло большую роль наверняка, Да. я думаю, в популяризации Если- и признании шедевров. И хотелось бы, конечно, чтобы вот это вот у нас обогатилось нематериальное наследие еще другими визуальными образами. Я как-то вот недавно смотрела тоже через YouTube-канал, просматривала и увидела, что есть даже мультики, оказывается. Ну, уже делают мультики Олонхо. Да. Хотелось бы этот посмотреть потом, да. И плюс еще делает, одна девушка, художница, создала даже комиксы в стиле Олонхо. Да. И Это я очень думаю, современно. я думаю, что вот если конкурс мы будем развивать, то такие работы мы тоже будем приветствовать, и они будут иметь шанс на успех. Ну, то есть мы будем в конце, в мае месяце, уже демонстрировать эти рисунки, самые победившие рисунки, организуем выставку, даже не фотовыставку, а именно выставку именно этих картин или рисунков, арт-объектов, которые будут созданы в процессе нашего проекта, реализации нашего проекта. То есть там могут быть и картины, могут быть и вот эти визуальные образы, которые вы создадите, когда будут уже селфи делать, да. Селфи у нас мы решили чуть-чуть более разнообразить, не обязательно там можно самому сшить костюм, на себя надеть, да, можно другого человека сфотографировать, можно или можно куклу сфотографировать, да, куклу. Если на куклу легче сшить костюм, можно, не обязательно же, а кто не умеет шить, тоже простор для фантазии большой. Можно из бумаги сделать, да? Не обязательно же там. Можно фон сделать. Сейчас фотозона очень популярная. Можно вообще виртуальный образ сделать. Виртуальный образ, но мы, конечно, если фотошопы и прочие, которые использовались где-то там, открытки готовые, лучше не используйте. Да? Вот нужно сделать, чтобы свое, был приветствован свое. Поэтому, если какие-то жалобы будут возникать, что кто-то там использовал чужой там образ, чужую картинку, как виртуальный образ, виртуальный фон, то эти жалобы они будут автоматически переадресовываться
перевел на русский язык Державин, он очень крупный специалист, книга «Юрген Батор стремительный», она переведена в отклад, да, на турецкий, английский, немецкий, так что это вы можете увидеть, да, и Августина Филиппова, например, создала, и она для меня создала постановки, значит, Икко Ямамото в Японии, он поставил Верди, солиста Большого театра, хора, народный артист, мать Пальмиса, Японии, театр, традиционный театр Японии. Ну, в общем, он вот классическое академическое искусство, да, а из Якутии вот взял дьявол, я там дьявол играл, и на сцене Станиславский Немирович Данченко, это в Москве, это проект был Россия, Япония, вот показали это в Саратове. Вот так, и но наряду со всеми, да, вот как бы классическим искусством и в японском традиционном, вот, это очень вот, древнее искусство у них, да, театра, и ничем как-то вот это образ вот Уфтака, тоже вот это, да, Олонхо, как бы современно было и очень вот так влился вот один ансамбль со всеми образами всего мира. Так что, если вы Олонхо учите, и вы будете знать, и везде рассказывать, где бы ни были, да, и это все равно уважение нашему народу. Да, это да. наш конек, это то, что отличает наш народ от других вот якутский народ даже миллиона нет, да. Есть же китайский народ, например, миллиарды, да. Но у нас есть то, чего мы дарим вот так миру, да? Шедевр нематериального наследия человечества, понимаете? Это не просто так. И это богатство мы должны сохранить и дальше развивать. Сейчас, конечно, очень много информации, можно китайские языки учить, можно английский, по-французски можно хорошо говорить, а если ты не знаешь своего родного языка, историю культуры, если ты в Лондоне будешь, в Париже будешь или где, да, и как-то так, вот, мы тем лучше, что отличие есть, да, других. Сейчас глобализация очень большой вопрос, да, и то, что народ сохранил до наших дней, несмотря ни на что, мы должны вот популяризировать, рассказывать и донести. Да, у вас будут свои дети, внуки, если вы, да, сейчас не будете как-то вот стараться, да, учить свою культуру, тогда вот пропустите время, а потом уже поздно будет. Да, совершенно верно говорите. Как вот сказку надо рассказывать. Вот меня иногда приглашают семьи. Семьи, да? Да, семьи, чай пьем, оладушки. И я читаю. И это такое же уже практикуется. Это очень хорошо. Не только там Деда Мороза или что-то такое, да, про Буратино или, да. Тоже надо, но вот свое тоже. И это совсем хорошо, или балаган, или просто вот так люди приглашают во время греха, или как-то так, да, даже на свадьбе, да, я читаю Ломто. Это как-то очень хорошо, нормально уже прошло, потому что это благодаря тем, которые популяризировали. Вот так. Было время, когда как-то вот забывали, конечно, да. И Гаврил Колесов, он записал тогда, да, весь вот этот Олонхо Аюнского, да, записал вот фирма «Мелодия». И эту вот фирму «Мелодия» сейчас вот на диск перевели. И вот любой вот так можно подойти вот к Пушкинку, да, отдел музыки, да, и сказать, вот дайте мне вот диски Гаврила Колесова, да, и вот там вот эти, можно сказать, самые образцы, да, наши. А скажите, вы сколько раз ездили за границу, вот именно популяризировали, и как интересуется? Ну, не только вот Олонхо, я вообще-то артист балета, да, я танцую еще ритуальный танец шамана всему миру, да, выставки делаю, и, ну, что лишним, наверное, я уже не считаю, я 8 раз
Во Франции, 2 раза в Америке. Ну, иногда бывает по 2,5 месяца. До ковида было, да? И вот нынче, этим летом я ездил в Владикавказ. Там концерт дали солистам оперы Григорий Петров, народным артистам, когда у нас пожар был, да, и мы, ну, нам предоставили, значит, друзья наши, зал, и мы собрали какую-то сумму, фонд помощи пострадавшим от пожара, и перевели их в Якутии. И там я тоже читал. И как они воспринимают это? Они скифы, между Ага. прочим, так история. Да. Так, То есть они очень интересуются, Да. потому что чувствуют наши общие корни, да, Да. получается, И да? вообще это сейчас очень популярно, как вот так, да. И я тоже вот, когда киргиз монаши читает, да, либо бурят, который читает свои гесер исполняет, это очень интересно. Тувинцы, горловое пение, да. Я очень люблю вот все эти вот такие, когда люди исполняют свою вот, да, корни, исконное. идущие, настоящие, вот, да. Мгм. Я думаю, тоже это интересно. Хорошо. Большое спасибо. Ага. Еще, может быть, что-то расскажете? Нет, вопросы были бы интересные, да, наверное, дети могли бы задать вопрос, как все это у вас сохраняется в памяти. Да, Такие вот слова, да, Да. очень сложные слова, да. Как все это держится в памяти, сколько вы учили, долго ли вы этот Олонхо учили наизусть? Это детям Ну, интересно, значит, наверное. Олонхо же много, да? А из 33 Олонхо Платон Алексеевич Аюнский, да, создал Нюргун Батур Стремительный. Это как бы уже разис, да? И я посоветовал бы учить с образцов. Олонхо много, да? А вот из 33 он поэт же, да? Сам. Он был просветитель, он был образованный человек, да? И он, ну, лингвист, да? И он самый лучший из лучших. Bütün süreyi alan вот Нюргун Батуром из 33 Олонхо. Ну, сейчас многие вот так тоже, да, сами сочиняют, ну, тоже может быть хорошо, но в любом как бы искусстве, в любом деле как бы надо начинать с классики. Классика Олонхо, я думаю, вот Нюргун Батур Стремительный, который из 33. Вот эту я начал учить. Ну, сначала, конечно, это Олонхо, конечно, импровизация. Но это высшее искусство, импровизация. Но эта импровизация сразу, конечно, не приходит. Да? Сначала надо учить. Учить, и какое-то вот так состояние, когда ты совсем вот так забываешь, что ты здесь, а вот так, да, и это высшее искусство, но надо еще много работать. Я думаю, если вот в Якутске есть театр Олонхо, если я это по зову сердца, можно сказать, да? Ну, хотя, конечно, моя прабабушка была Едрихтинская, тоже известная фамилия, да? Вот мой дедушка тоже, да? Все равно наследственности это не было. То есть, получается, все равно гены имеют... Да, у каждого есть, у вас, потому что народу совсем мало, миллиона нету. И вот говорят же, после второго стола, как свиньи, да, и у каждой семьи все равно есть. Вот, да, чуть-чуть вот дерево учат, и кто-то есть, и шаманы есть, и лекари есть. И это надо в генах есть. Как бы не хотите, и вот это просыпается. Ну, сейчас в основном школьники, да, старшеклассники, Да. они русскоязычные. Да. И как им быть? Отдельно по героям учить лучше, да, или с самого начала вот подряд? Ну, можно по-русски тогда. Ну, можно и не Вот учить. Я думаю, видите, что как Олонхо бы- в переводе есть. Вот Державин, это его последняя очень работа, интересно очень тоже. известный Богатый переводчик. русский. Но, конечно, Шекспира лучше читать английский, Да. если не на русском. Также Олонхо вот, на своем, на якутском. Там вот алгыс тыллара или вот якутские слова, там сочетание вот гласно-согласно все равно создает вот какую-то вот так. Есть вот темпоритм, и есть вот в этом есть, наверное, сила, которую вот они слушают вообще-то, да?
тогда вот так, не стадион 20 тысяч, а балаган маленький, да, и вечером вот как-то вот так темно, да, огонь, вот так, и какая-то вот атмосфера, мало людей, вот так, вот прямо вот так, да, и они сами домысливали, виртуально. Вот он говорит, они в такое состояние входят, что сами как бы участниками становятся. Не просто так. А сейчас, конечно, вот так 20 тысяч, там 20-тысячный стадион, и там далеко-далеко где-то, конечно, это сложно, чтобы донести вот эти звуки, сила, амплитуда довелась до каждого сердца или что-нибудь такое, конечно. Я думаю, Сюжалонко немножко камерное искусство может быть. Может быть. Вот так прямо вот так близко сидят, тогда, может быть, Восприятие совсем другое. конечно, был большой пробел, когда вот Ланховсу-то не очень вот так, да, и все равно были люди, и были все равно государственные вузы, организовали, да, так что это или бабушки в русской деревнях все равно колокола были, и Пасху отмечали, точно так же. Все равно то, что народное, это Все равно оно пробивается. пробивается, и это большие энтузиасты были. Они не богатые. Они из Аллах ходят, да, их кормят, они там ночуют, да, или большой грех, они вот да, приглашают из знаменитых ланкухтов, они у них тоже как бы соревнования, состязания, кто лучше, вот так, да, кто такого, вот прямо они вот так сидят, и если уж хорошо они вот так, да, вот дерево, которое высохшее совсем, если очень хороший ланкухт, он может вот свести, как это готовым на рынке. И ведь вот такие есть пословицы, они не зря, не поговорки, да, народные, они мудрость народа, это не зря. И, конечно, русский язык богатый, да, хороший, и английский хороший, китайский, корейский, ну, разные люди, может, 6 месяцев им можно учить любой язык вообще, да. Если среда будет фактически очень хорошо знать. И вот, живя в своей республике, надо знать, конечно, да. Вот. А вам сколько времени понадобилось, чтобы вот от заучивания перейти к импровизации? Это сколько лет или там месяцев? Ну, и сейчас идет. Или сколько Я не думаю, что я очень хорошо исполняю, да. Это предела нет. Я должен очень много учить. Иногда я плачу от того, что не получается. Того, что я не могу вот так, да, то, что сочинено, вот так иногда иду вот, да, латинскими буквами, вот написано было, да, я переведу на вот, как бы сейчас теперешние вот такие, да, иногда я иногда хожу вот в библиотеку или как, ну, в самолете, поезде, когда время идет, читаю, и надо все же вот так. Иногда вот ешка же есть английский язык, что такое, да, вот так, наушники надо вот так, и идет информация, потом как-то думаете не очень, а потом все оказывается, когда нужно. Так интересно. Я слушаю вот Устина Нохсаров как образец, да, вот и из его песен в основном же опера «Мегумбата стремительный». И, ну, оперу поставили, драму поставили, танцы поставили, но мне кажется, все же останется. Конечно, Один человек читает, это уникальный словом. Любому под силу получается. Было бы желание, они можно выучить. Ну, постараться. Даже если, вот, если даже не получится, не все же артисты. Просто можно знать сюжеты, да, учились визуальные образы. Если, конечно, якутское очень сложно. Когда и начинаем проговаривать эти все слова, вот эти эпитеты, которые наворачиваются, и получается такой вот прямо такое вот грандиозное какое-то. Это багаж. Слово представление, что нужно сказать, да? Слово очень тяжелое. Это как бы очень важное слово. Я желаю вам всем, каждому из вас здоровья. Аллах герар бакка баста кабарамат байдан кестаха келбет кестилленен уран туйгуна улудолына болунген алгыс тылманысынан бүгүнге кирбитин түмүктәтәкпит болун догаттар дом. Желаю всем хорошо, как говорится, провести время сегодняшнее. И на этой неделе у нас еще будет творческая встреча с Андрианом Борисовым, который расскажет про книжность XIX века. Оказывается, самая
одной из первых книг было как раз изложение в словах Олонхо Эрсоготох. Это в 19 еще веке. А мы думали, что вот Миргун Ботер есть, вот, да, кажется, Эрсоготох еще раньше был. Поэтому вот все, обо всем этом расскажет Андриан Панасович Борисов, который будет 17 декабря в 11 часов утра. С утра это будет. А 18-го мы всех ждем на мастер-класс. Наш первый мастер-класс «Нарисуй Олонхо» за одно занятие. И дальше уже мы будем организовывать каждую неделю, наверное, уже после Нового года, ну, как праздники пойдут. И наверняка, как говорится, вы все хорошо проведете свои праздники и станете участниками нашего конкурса «Селфи в стиле Олонхо». Еще раз объявляю наш конкурс. И уже можете присылать конкурсы на конкурс рисунков свои работы. Потому что Инстаграм-страница есть, да? У нас есть инстаграм-страница Добро Олонхо, то есть доброго почина. Можно. Мы сейчас всем кто Добро Олонхо, мы специально для проекта создали отдельную страницу Добро Олонхо. И у нас есть канал нашего ресурсного центра Ассоциации консультантов, финансистов и аудиторов, которым я также руковожу, АКФА по сокращенному. Да? Эта АКФА занимается именно содействием развития некоммерческих организаций. А вот некоммерческие организации, они локомотив, можно сказать, сегодняшних преобразований, которые вот раньше было государство социальное у нас, а теперь вот это социальное, все эти преобразования через социальное НКО, через НКО. И получается, вот наш фонд «Добрый почин» тоже сейчас несет материальное наследие культуры народа Саха через наш проект. Да. Всем желаю присоединиться к нашему проекту, удачи, успехов. И с наступающим за очень интересный и показательный пример того, что Олонхо служит действительно шедевром нашего народа. Спасибо. Я очень рада, что первая встреча именно произошла как раз с артистом, с заслуженным артистом России, народным артистом Республики Саха-Якутия, такой, ну, как бы получается, с таким именем, получается, да? Таким величием рассказал. Всем спасибо. До свидания. Всем спасибо.